Уважаемые абитуриенты, мне хотелось бы несколько слов сказать о нашей магистерской программе «Современные технологии обучения иностранным языкам». Позвольте представиться. Я Аитов Валерий Факильевич, и я являюсь руководителем этой программы, и у меня есть соруководитель Рита Фандависовна Хасанова. Несколько слов хотелось бы сказать о нашей программе. Итак, современные технологии обучения иностранным языкам. Срок обучения 2 года, форма обучения очная и, как вы понимаете, это бюджетная программа. Для того, чтобы поступить к нам, нужно очень два важных таких пройти испытания. Первое – это комплексный тест-экзамен по направленности современной технологии обучения иностранным языкам. И для того, чтобы уже быть полностью подключенным и внесенным в список нашей программы, вам нужно обязательно подготовить реферат, который будет написан по одной из тем, которая связана каким-то образом с технологиями или с методикой обучения иностранным языкам, либо на начальных этапах, в средней школе, либо в ВУЗе или других образовательных учреждениях. И у нас небольшое введение, новое введение. Мы бы хотели, чтобы на последней странице или на 2 страницах последних вы указали, если есть таковые, личные достижения в иноязычном образовании. Что здесь имеется в виду? Парочку слов сказать о вашем опыте в иноязычном образовании. Можно просто написать: являюсь учителем начальной школы по иностранному языку, либо являюсь учителем такой-то школы, либо просто выпускник вуза такого-то факультета. В 2-3 строчках, можно немного больше. Затем, если есть публикации, вы пишете полный ссылочку на вашу публикацию. Это может быть 1-2 статьи, может быть, это могут быть какие-то рекомендации, либо какие-то другие издания. И если есть награды и поощрения, тоже укажите. Все это будет сказываться на том, вы станете нашим магистрантом или нет. То есть все, что есть, на одной буквально странице вы напишите. Как вы понимаете, в основном целевая аудитория – это учителя иностранных языков, учителя-филологи. Может быть, это выпускники вузов, это могут быть преподаватели у каких-то образовательных учреждений, у которых нет педагогического образования. Но в целом нашими обучающимися могут стать любой гражданин Российской Федерации или зарубежной какой-то страны, который имеет документ государственного образца, то есть диплом. Что нам даст обучение в магистратуре? Во-первых, вы получите возможность преподавать в средних общеобразовательных организациях, затем в средних профессионально-технических организациях, в вузах, лингвистических центрах. У нас есть возможность пройти стажировку в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге, затем в Казанском федеральном университете,
либо в учреждении высших университет. У нас с этими организациями есть договор о сотрудничестве в области образования. После окончания вам нужно будет уже написать, естественно, магистерскую работу выпускную, сдать все экзамены, и тогда вы сможете продолжить ваше образование уже в аспирантуре по направленности 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» или 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания иностранный язык», а также 45.06.01 «Теория языка». Вы будете иметь возможность обучаться по модулям. Какие у нас есть модули? Это модуль универсальной подготовки, модуль общелингвистической подготовки, модуль методической подготовки, или мы называем профильной подготовки, лингвостановедческой подготовки и языковой подготовки. Несколько слов хотелось бы сказать о тех дисциплинах, которые входят в модуль профильной подготовки. Это современные подходы к иноязычному образованию, информационно-коммуникационные технологии дистанционного обучения, проектная деятельность на уроках иностранного языка, проектирование иноязычного образовательного процесса. Затем уже мы говорили о языковом образовании. Каждый из вас будет иметь возможность освоить, совершенствовать два языка. Первый язык это будет для многих английский язык, но для кого-то может быть французский. И на дисциплине практикум по культуре общения второго иностранного языка вы сможете ознакомиться и приобрести начальные умения во французском, немецком языке или английском, для кого этот язык не являлся первым. Затем у вас будет практическая дисциплина, такая практическая методика обучения английскому языку и русскому языку как иностранному. Затем такая дисциплина тоже будет у вас язык и межкультурная коммуникация, современная лингвистическая карта мира, и будут так называемые дисциплины элективные. Элективного модуля это современные образовательные и текстовые технологии, геймификация образовательного процесса, современные медиатехнологии в обучении русскому языку как иностранному, анализ учебно-методических комплексов по русскому языку как иностранному, актуальные проблемы ономастики, антропонимика в современных исследованиях и другие дисциплины, которые будут уже по вашему выбору. Реализовывать программу будут представители 4 кафедр. Кафедра романо-германского языкознания и зарубежной литературы, заведующий кафедрой доктор филологических наук Буркова Татьяна Александровна. Кафедра общего языкознания, заведующий кафедрой доктор филологических наук профессор Кудинова. И кафедра татарского языка и литературы, заведующий кафедрой доктор филологических наук Илшат Сахиатулович Насипов. И ваш покорный слуга, который является руководителем программы, Валерий Факилевич Аитов, доктор педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания иностранных языков и второго иностранного языка Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахуддина Акмуллы. И со-руководителем кафедры является Рита Фандависовна Хасанова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики преподавания иностранных языков и второго иностранного языка нашего университета. Сейчас, после того, как я вам сообщу данные и дам информацию по вступительным испытаниям, вы сможете связаться. Вот я даю адрес и контакты. Это телефон и электронная почта. Ну, а теперь хотелось бы несколько слов сказать о важных, очень важных делах, которые нас будут интересовать. Это вступительные экзамены. Вступительные экзамены. У всех абитуриентов есть личный кабинет, и вся информация там у нас, это списки
подавших расписание экзаменов, а также все даты и ссылки на программы для подготовки на сайте. До экзамена на почту необходимо, если ничего не пришло, то проверить нужно папку «Спам». Придет логин и пароль для входа в систему экзамена. Нужно обратить внимание, что логин и пароль от личного кабинета и на экзамен разные. Вы должны перейти по ссылке и поменять временный пароль на свой. С этим логином и вашим паролем вы сдаете все назначенные вам экзамены. Логин и пароль выдается только один раз на все экзамены. Личный кабинет вы там можете увидеть и найти расписание вступительных испытаний, где указана дата. Справа кнопка «Сдать онлайн». Вводите логин и пароль, который до этого пришел на почту, и нажать «Начать тестирование». Как только вы нажали на эту кнопочку, начинается отсчет времени. Обязательно нужно следить за временем. На сдачу экзамена дается только одна попытка. Обратите на это внимание. Доступ к экзамену открыт согласно расписанию. В этот период необходимо зайти в систему. После входа начнется отсчет времени. Стандартно это 1 час, за исключением некоторых предметов. Пересдача не предусмотрена. И самое позднее время входа это за 1,5 часа до окончания. Что же у нас будет? Во-первых, уже я сказал, что будет у нас тестирование, экзамен тестирования, где у нас будет достаточно много разнообразных тестов по 4 разделам. Какие это разделы? Это разделы язык и межкультурная коммуникация. Затем лингвистические и методические аспекты взаимодействия языков. Общее языкознание. И 2 раздела будут посвящены методике преподавания иностранных языков. Какие же это разделы? Это теоретические аспекты обучения иностранным языкам и современные технологии обучения иностранным языкам. Пусть вас не пугают вот эти 5 разделов. Они необходимы. И вам нужно пройти. Для того, чтобы подготовиться, вам нужно посмотреть все учебники по языкознанию, по лингвистике. Те, кто заканчивал филологические отделения, вы помните прекрасно вот эти дисциплины. Это языкознание, это введение в языкознание и так далее. Чуть позже я ознакомлю вас с примерным составом тестовых заданий. И вы сразу поймете. Итак, какие предполагаются у нас задания? Во-первых, по лингвистической подготовке. Мне хотелось бы обратить ваше внимание, что здесь нет такой необходимости знать очень много фактологической информации. Это могут быть просто мы будем принимать во внимание вашу способность логически мыслить. Вот, например, посмотрите, такая по первому разделу. Дисциплинами, наиболее близкими к межкультурной коммуникации являются лингвостроноведение, социолингвистика, лингвокультурология, социология. Вот обратите внимание, что здесь надо просто немного подумать. Для вас вообще будет из большого банка тестовых заданий предложено всего 25 заданий. И поэтому старайтесь, не торопясь, обдумать. И больше вы
старайтесь использовать ваше логическое мышление. Итак, вам нужно выбрать один или два правильных ответа. Иногда это может быть и больше правильных ответов. Итак, дисциплинами наиболее близкими к межкультурной коммуникации являются правильными ответами здесь будет лингвостроноведение и лингвокультурология. Некоторые задания, они требуют знаний фактологических. Здесь уже просто мы будем проверять ваш общий кругозор. Например, основоположниками межкультурной коммуникации являются Трегер, Кирц, Холл, Беннет. Естественно, вы, наверное, все знаете, что основоположниками межкультурной коммуникации является Холл. Далее, вот такое задание из первой глобальной темы. Выберите правильное утверждение. Термин межкультурная коммуникация равнозначен термину диалог культур. Понятие межкультурная коммуникация шире понятия диалог культур. Понятие диалог культур шире понятия межкультурной коммуникации. И термин диалог культур равнозначен термину аккультурация. Правильным ответом здесь будет понятие межкультурная коммуникация шире понятия диалога культур. Вам надо почитать вот именно по лингвистике, по диалогу культур, по лингвокультурологии те работы, которые были опубликованы в последнее время. Дальше. В отечественной науке в системе образования инициаторами изучения межкультурной коммуникации были преподаватели истории, преподаватели иностранного языка, преподаватели социологии. И еще один вариант – преподаватели культурологии. Вот этот вариант как раз и является правильным вариантом. Язык – это исторически сложившаяся система словарных, грамматических средств, объективирующую работу мышления и являющийся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе. Это первый вариант. Язык – это акт общения, связь между двумя или более индивидами, основанная на взаимопонимании. Язык – это адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам. И язык – это всякая система знаков, пригодная для того, чтобы служить средством общения между индивидами. Вы всегда помните, что есть язык и есть речь. Язык – это как раз набор определенных аспектов, это грамматики, лексики, фонетики, которые являются основой для осуществления межкультурного общения. Поэтому правильным ответом будет язык – это исторически сложившаяся система звуковых, словарных и грамматических средств. И много вот таких здесь дано примеров заданий, которые достаточно, может быть, сложные, и вам следует подумать. Или, например, что такое культура? Ну, во-первых, мы исходим из того, что культура – это все, что создано человеком, в том числе и язык. Поэтому постарайтесь определить правильный вариант на следующее утверждение. Культура – это первый вариант. Нормы и системы символов какого-либо индивида. Продукт совместной жизнедеятельности людей. Постоянное и неизменное восприятие мира. Универсальное явление человеческой жизни. Что же является здесь? Какой является правильный ответ? Что является правильным ответом? Это продукт совместной деятельности и универсальное явление человеческой жизни. Есть очень такое известное понятие в языкознании – это безэквивалентная лексика.
Что можно отнести к безэквивалентной лексике? Тоже возможные варианты. К безэквивалентной лексике относят: первое — имена собственные, имена нарицательные, числительные. Что является правильным ответом? Естественно, имена собственные. Следующая глобальная тема — это лингвистические и методические аспекты взаимодействия. Вот здесь тоже вам следует подумать. И помните, что у нас есть язык, грамматика, фонетика, лексика и сама речь. Итак, то же, что лингвистика. Первый вариант — морфология, стилистика, графика, языкознание. Что является правильным ответом? Конечно же, языкознание. То есть лингвистика или языкознание — это, можно сказать, анонимический, из одного анонимического ряда. Очень каверзные бывают вопросы. Назовите самый употребляемый язык. И даны китайский, французский, английский, немецкий. Что, как вы думаете, самый употребляемый язык? Конечно же, китайский. Это по количеству говорящих на этом языке. Английский язык относится к числу языков аналитических, синтетических, полисинтетических, изолирующих. Правильный ответ первый – аналитических. Ось, так, ну давайте пропустим. Фразеологизм – единица лексики, морфологии, синтаксиса, фонетики. Итак, фразеологизм – это единица лексики. Главные способы выражения грамматического значения для аналитических языков. Первое. Порядок слов в предложении, знаки препинания. Порядок слов в предложении, субъективизм. Порядок слов в предложении, аффиксация. И правильный ответ. Порядок слов в предложении, служебные слова. Служебные слова. Следующий раздел или глобальная тема – общее языкознание. Здесь нам нужны некоторые фактологические данные тоже. Кто стал основоположником теоретического языкознания в западной науке? Гумбольдт, Вандериес, Лайенс, Бенвенист. Правильный ответ – Гумбольдт. Совокупностью и системой знаковых единиц общения является речь, текст, предложение, язык. Так вот, совокупностью и системой знаковых единиц является язык. Органы человеческого организма, приспособленные для производства и восприятия звуковой речи. Язык, губы, горло, речевой аппарат. Казалось бы, можно выбрать любой ответ, но правильным, конечно же, будет являться речевой аппарат, то есть в комплексе. И пассивные, и активные органы речи. Сюда входят и губы, и язык, и так далее. Есть очень простые вопросы, и кому-то, может быть, этот вопрос попадет. Языкознание – это гуманитарная наука, естественная наука, точная наука, наука будущего. Правильный ответ – языкознание – это гуманитарная наука. Изобразительная функция слова – это художественная функция, номинативная функция,
когнитивная функция, коммуникативная функция. Итак, изобразительная функция слова – это художественная функция. Художественная функция. Способность языковой единицы вступать в связи с другими единицами определенного порядка – это варианты: валентность, информативность, функциональность, модальность. Правильный ответ – валентность. Далее идут вопросы и задания из глобальной темы «Теоретические аспекты обучения иностранному языку». Нужно установить соответствие. Грамматико-переводный метод, коммуникативный метод, методы семантизации лексики, методы обучения диалогической речи на основе диалога образца. В качестве сопоставления у нас идут метод в широком значении, метод в узком значении. И вот если это грамматико-переводный, мы говорим о методе в широком значении, так же как и коммуникативный метод. А далее метод семантизации лексики, метод обучения диалогической речи – это у нас будут методы в узком значении. Укажите не совсем корректный элемент. Базисными для методики обучения иностранных языков являются такие науки, как педагогика, психология, психолингвистика, кибернетика. Какой правильный будет ответ? Кибернетика – это наука, которая не является базисной. Следующее. Составьте следующие термины с их пояснениями. Знать язык, владеть языком, изучать язык, обучать языку. Вот помните, что знать язык – это знать иноязычные средства общения, лексику, грамматику и языковые правила. Что такое владеть языком? Это уметь использовать и пользоваться языком практически как средством общения. Изучать язык – это совершенствовать действия по приобретению знаний, навыков и умений, по овладению языком. И обучать языку – это прививать кому-либо знания, формировать навыки, умения, приобщать кого-либо к иноязычной культуре. Я думаю, что, наверное, наиболее сложными, может быть, будут задания, которые относятся к языкознанию. С другой стороны, те задания, которые относятся к теме методика и обучение, они могут представлять определенную трудность, но помните, что эти Так, ну давайте я еще хотел бы остановиться на некоторых заданиях. Вот у нас есть чисто по современным технологиям такие задания. Коммуникативный метод. Выберите правильный ответ. Учащиеся решают проблемы речемыслительных задач при повторении за учителем. Первый вариант. Воспроизведение выученного наизусть и выполнение речевых упражнений. Какие приемы или какие виды деятельности относятся к коммуникативному методу? Конечно же, это выполнение речевых упражнений. То есть возможность
решать какие-то речевые задачи. Далее. Какие из заданий установок имеют признаки коммуникативности? Составьте диалог с новыми словами. Ответьте на вопросы по содержанию текста. Дальше такое же задание, одно из предлагаемых заданий или вариантов, альтернатив. Руслан недавно вернулся из Америки. О чем бы вы хотели его расспросить? Поделитесь с нами, чем вам нравится или не нравится этот фильм, этот персонаж, эта книга и так далее. Какие задания имеют признаки коммуникативности? Конечно же, это третье и четвертое задание. Это когда о чем бы вы хотели спросить и скажите, нравится или не нравится этот фильм. Далее, по интенсивным методам восстановите пропущенные элементы. Отличительной чертой сугестопедического метода обучения является раскрытие резервов памяти внушения, памяти заучивания, памяти моторики. Затем повышение интеллектуальной активности учащихся, использование элементов йоги, медитации и релаксации. Какой же правильный ответ? Значит, памяти внушения, памяти заучивания, памяти моторики. Правильным ответом будет, естественно, памяти и внушения. Сугестопедия или сугестология от слова suggest, предлагать что-то. Как уже было сказано, вам предлагается написать реферат. У нас предлагается всего несколько тем. Если у вас будут вопросы по выбору темы реферата, пожалуйста, обращайтесь к нам, и мы проведем с вами консультацию. Любые ваши вопросы предлагаются. В основном рефераты будут иметь тему, связанную с методикой обучения, то есть формирование каких-то аспектов языка, то есть языковых навыков грамматики, лексики, фонетики, либо связанные с развитием речевых умений. Что здесь приниматься будет во внимание? Об этом вы тоже можете рассмотреть все вот эти критерии оценивания реферата на вашем личном кабинете. Во-первых, правильность составления реферату. Титульный лист. Обязательно у нас в конце показан образец составления титульного листа. И указаны баллы от 1 до 5 баллов. Как у вас правильно будет составлен титульный лист. Далее. Наличие актуальности. Актуальность – это тот вопрос, который или тот аспект, который необходимо обязательно раскрыть. Для чего это нужно? Ну, для всех примерно будет одинаковая актуальность. Несмотря на повышение роли, уже в течение многих десятилетий роль иностранного языка повышается, но тем не менее требования также повышаются, но настоящее состояние дел все-таки недостаточно. Мы отмечаем достаточно высокий уровень развития речевых умений. Не все школьники, не все выпускники владеют иностранным языком в достаточной мере, чтобы решать какие-то речевые задачи, коммуникативные задачи. Поэтому вот актуальность в том, что вы подбираете те издания, те работы, которые посвящены внутри вашей указанной темы, и как этот вопрос решается. То есть актуальность в том, что несмотря на высокие требования, у нас недостаточно высокий уровень развития речевых умений. 5 баллов тоже. План реферата. Обязательно план необходимо составить. Любая работа, она состоит из определенных рубрик. Во-первых, это введение, это основная часть и это заключение.
Так вот, наличие плана также дает вам 5 баллов. Основная часть в актуальности, вернее, в введении вы говорите об актуальности, о тех задачах, о той цели, которую вы ставите в этом реферате. То есть цель ознакомить с имеющимися работами по указанной теме. И важным является не просто передать содержание этих работ. Вы должны в обязательном порядке дать оценку. Либо вы придерживаетесь этой точки зрения, либо не придерживаетесь. И все как раз это вы должны указать все те работы, которые есть по этой теме, и эти работы должны быть изданы после 2016 года. Об этом я чуть позже скажу. Вы передаете содержание. Может быть, это обзор тех работ, может быть, это отдельная какая-то работа, и вы ее очень глубоко анализируете. Что такое анализ? Анализ – это обязательно выражение своей точки зрения. Вы с этим согласны или нет. Поэтому, когда вы пишете, следует использовать такие, когда вы слова как «мы придерживаемся точки зрения» Ефима Израилевича Пасова, который считает, что и своими словами передаете вот основную мысль. Это не должно быть на 2 строчках, или на 2 страницах. Это может быть какой-то один абзац. И в конце обязательно. Но уже то, что мы придерживаемся точки зрения, это уже говорит о том, что вы с этим согласны. И затем обязательно правильная сноска. Это квадратные скобки, фамилия цитируемого автора, год и, если есть необходимость, то цитата, вернее, страница. Можно использовать такие фразы, как «вслед за Львом Владимировичем Щербой». И дальше идут слова. Вы тоже должны дать оценку. Мы придерживаемся этого или нет. Или можно начать строчку, первую строчку абзаца. Как правильно считает Сергей Филиппович Шатилов. И дальше указание. Вот, кратко своими словами передавайте слова, и потом опять цитирование. Вот эти вводные слова обязательно нужны. И когда мы будем оценивать, вполне возможно, что вы все напишите, вы все сдадите тест на достаточно хорошее количество баллов. Мы не будем принимать участие в оценке, это все будет механизировано. Нам просто придут цифры, и мы будем знать, что да, вот этот абитуриент написал на 70 баллов тест, и нам уже потом мы в комиссии будем рассматривать ваши рефераты и о том, как правильно составлен реферат, насколько присутствует ваше индивидуальное начало в оценке тех работ, которые вы описываете. Мы будем уже судить о том, насколько вы способны пройти обучение в нашей магистратуре. Далее, что еще учитывается? Заключение и выводы после глав. Ну, это может быть 2 главы, может быть 1 глава. Было бы неплохо, если бы в реферате вы разделили 2 главы. Первая глава – это теоретическая часть, обзор, все, что касается. И вторая, как бы теоретическая. Что можно из всего изученного, проанализированного, можно использовать на практике. Это, но может быть реферативная просто часть. Вы обсуждаете и свою точку зрения просто высказываете. Но я говорю, что было бы неплохо, если бы это была теоретическая и практическая часть. Хотя это не совсем обязательно.
Я уже касался списка использованной литературы. Обратите внимание, что это должно быть те источники, которые из тех изданий, которые были опубликованы последние 5 лет, то есть после 2016 года. Если мы видим, что вы использовали какой-то реферат, скачав его из, предположим, с интернета, мы сразу увидим, что это скачанная работа, и мы увидим, что там очень старая литература, то есть устаревшая до 2016 года. Поэтому обратите внимание, если у вас есть желание пройти в магистратуру, то обратите особое внимание на написание реферата. Потому что реферат и результаты вашего теста экзамена по 50%. Написали вы, предположим, тест или сдали тест на 70, но реферат слабый, то, естественно, у вас уже меньше шансов поступить к нам в магистратуру. Следующее. Доказательная раскрываемость проблемы в основной части. Если у вас есть ваше личное мнение, если вы показываете, что вот основные положения, которые в раскрываемом, анализируемом источнике можно использовать на практике, пожалуйста, вы используйте все это. И за это вы получите также 5 баллов, если все это есть ваше индивидуальное начало и доказательность, что это хорошо, а это не всегда может быть. Естественно, у кого есть большой практический опыт, вы можете полагаться на свой опыт. У кого опыта нет, вы можете просто анализировать противоположные точки зрения различных авторов. Но более приемлемым будет доказательная часть тех авторов, которые имеют опыт педагогической деятельности в иноязычном образовании. Далее. Подведение итогов. И для того, чтобы правильно написать реферат, оформить его, вы можете также воспользоваться литературой и образцами, которые есть в программе, которые есть у нас на сайте. Какой литературой пользоваться при подготовке? Уже было сказано, что это любые учебники по языкознанию, по культурологии, которые вы проходили в последнее время. Затем, по методике преподавания это могут быть учебные пособия или учебники по методике таких авторов, как Щукин Анатолий Николаевич. Затем очень положительным и большое значение, большую помощь вам окажут работы наших методистов, преподавателей нашей кафедры. Это Флюры Шамилевны Мустафиной и наших очень опытных преподавателей Заримы Ренатовны Киреевой, Ады Суховой и те учебники, которые были изданы вот в последнее время. Вы можете воспользоваться любыми учебными пособиями. Так, ну а сейчас мне хотелось бы просто пожелать вам самого, во-первых, здоровья, чтобы вы не болели, чтобы не болели ваши родные, ваши близкие. Я хотел бы пожелать вам еще удачи. И когда будете готовиться и сдавать наш тест-экзамен, ну, какой-то, наверное, удачи. Но до этого вам надо еще написать реферат. Еще раз хотелось бы сказать, чтобы вы вернулись, чтобы вы обратились к нашим руководителям.
И вот поэтому по этим контактам, пожалуйста, звоните в любое время по электронной почте, особенно когда вы будете выбирать темы для рефератов. Спасибо за внимание. Всего хорошего.